В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о семейно-бытовом насилии вместе с гостем нашей сегодняшней студии Романом Вячеславовичем Петровым. Роман, добрый день. Здравствуйте. Роман, вот законопроект о домашнем насилии уже существует давно, и муссируют его уже столько лет. Что на самом деле с ним не так? Или наоборот, что с ним так? Что сейчас с ним происходит? У нас на сегодня, во-первых, тот законопроект, который последний находится в Государственной Думе 2024 года, он кардинально отличается от тех вариантов, которые ранее были отклонены. Они были все отклонены. Почему? Есть глобальная такая проблема. То, что мы видим, те случаи, которые становятся достоянием общественности, это вершина айсберга. На самом деле это очень большая проблема. И она связана с тем, что домашнее насилие у нас, во-первых, есть определенные традиции. Люди не выносят ссоры из избы в России, да, и стыдно, в первую очередь, женщинам, которые в большей степени подвержены таким ситуациям, чаще становятся жертвами в большинстве случаев. Ну, стыдно, естественно, об этом говорить всегда. И вот формулировка последнего законопроекта, которая говорит о том, что домашнее насилие, что это? Это насильственные действия, причинение вреда здоровью, либо сексуальные насильственные действия, в том числе по отношению к лицу, которое находится в зависимом положении, то есть финансовом, семейном каком-либо. Это зависимое положение, надо признавать. То есть поэтому, собственно, это кардинально жертвы меняет, не идут, в полицию, не пишут заявление. Да, это предполагает внесение изменения в несколько статей Уголовного кодекса, понимаете? В том числе, в первую очередь, 115 статья, которая на сегодня в Уголовном кодексе частного обвинения, она должна стать статьей общественного обвинения. То есть усилиться, утяжелиться, и для этого надо ввести новое понятие. Вот это Роман, домашнее насилие. Вот понимают ли, по твоему мнению, жертвы домашнего насилия, что бьет, значит, не любит? Ну вот я еще раз говорю, у нас традиции есть определенные, которые идут с давних времен, там еще даже не советских, там, ну в советское время тоже было стыдно об этом говорить. Но в советское время существовали структуры общественные, такие как правком, партком, куда можно было найти и пожаловаться. На сегодня у нас каких-либо эффективных таких структур, это, наверное, только уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека, но один уполномоченный на всю республику не может решить все проблемы граждан. Это еще достучаться надо, на прием попасть и знать, куда и к кому обращаться. По данным Росстата, лишь одна жертва из 5 обращается в правоохранительные органы именно с заявлениями. Ну, статистика знает все. Проблема не в этом. Проблема в том, что даже обращение с заявлением зачастую ничего не дает, потому что, к сожалению, у нас катастрофический недостаток кадров в МВД в первую очередь, в части службы участковых уполномоченных полиции. Мы об этом знаем все прекрасно, неоднократно это обсуждалось, но это факт. И поэтому один участковый, он обслуживает несколько районов, по факту, да, но он не успевает. И на самом деле на сегодня отношение к домашнему насилию, то, что если люди живут в браке или сожительствуют. Но не хотят, наверное, чтобы и брак распадался. Да, с одной стороны. Как узнаешь, или всех арестовывать, как в Америке, да, там вызвали полицию, неважно, муж, кто, сразу закрыли. У них так, да, у них там такой закон. У нас немножечко по-другому, но у нас не Техас на самом деле, у нас с оружием все не ходят, правильно? Но дело в том, что нужна золотая середина, для этого нужно определение этого понятия. На сегодня назрело уже, пора уже. Ну да, действительно, Роман, но одно дело, произошел какой-то семейно-бытовой конфликт, жена по злости написала на мужа заявление в полицию, потом его забрала. Но другое дело, когда жена, допустим, или бывшая супруга пишет заявление много-много раз, как это было с Диной Махияновой, белорецкая трагедия. Многие про нее слышали и знают. И когда, к сожалению, некоторые сотрудники полиции не отреагировали вовремя. Как эту золотую середину определить? Сотрудников полиции наказали, но на самом деле зачастую эти заявления забираются. И определить... у нас участковые, я говорю, они перегружены, их не хватает. И в каждом случае здесь нужна же помощь психолога. Психологический центр у нас есть, тоже опять-таки не все знают. Не всегда не могут противостоять в конфликте. Если действительно эта проблема, она как раз определяется
тем, что понятие есть вот именно созависимости отношений. Люди, когда в браке живут, один человек от другого зависит, каждый из них. Но кто-то может получиться так, что зависит больше, в силу каких-то материальных обстоятельств, в силу еще чего-то там. И это не только женщин касается, и мужчины зависят от своих жен, да. И если отношения переходят вот уже в отрицательную плоскость, то у людей начинаются конфликты, одна сторона другую начинает просто как бы в этой ситуации либо физическим насилием, либо психологическим насилием, но уже доводить до края. И кончается это зачастую, да, действительно, и смертью, и убийствами. Роман, а как на самом деле обстоят дела? Хотя бы примерно можешь рассказать? В делах много ли рассматриваются таких подобных случаев? Те дела, которые попадают в суд, это единицы. Когда человек получает какое-то реальное наказание, я не говорю там тюремное заключение за свои действия, это тоже единицы. А почему так? Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас не принято выносить ссоры из избы. Люди стесняются, люди стыдятся писать заявления. Во-вторых, будем откровенны, есть недоверие. Не работают должным образом вот на земле наши правоохранители. К участковому обращаться бесполезно, потому что его еще и не найдешь. У нас вот только за этот год у меня сколько обращений, мы ходим на приемы личные к руководству МВД Республики, к заместителю министра, к начальнику полиции, к заместителю начальника полиции Республики. Нам как-то вот таким образом в ручном управлении решаются проблемы, но факты неотработки заявлений, не регистрации заявлений, тем более, когда женщина там приходит, там заплаканная, там, ее спрашивают, ну а кто там, муж, сожитель, ну давайте вы же все равно заберете, типа идите отсюда. Ну да, Роман, вот может быть поэтому участковые не спешат как бы давать ход этому заявлению, потому что в некоторых семьях, допустим, это уже, ну как нормой становится, да, по-любому уже есть но такие... это не должно быть нормой. Нет, ну есть же такие семьи, где вот, ну поругались, там выпили, я не знаю, да, написала заявление, потом забрала. Проходит какое-то время, у них все нормально, потом опять поругались, там подрались, опять написали заявление, потом опять забрали. Это же тоже как бы не есть хорошо. Вот поэтому на сегодня вот у нас сложилась практика, в том числе и судебная, о том, что сожительствование, нахождение в браке, оно является смягчающим обстоятельством в случае каких-то таких вот скандалов. Типа, ну, она сама спровоцировала, или он сам виноват, да, там, когда... У нас же много случаев, когда женщины тоже и наносят телесные повреждения, убивают мужчин своих. Вот. По разным причинам, да. Но это не должно быть смягчающим обстоятельством, на самом деле. Потому что сейчас уже мир поменялся. У нас, в первую очередь, сейчас есть многие современные гаджеты, которые позволяют записывать видео. То есть есть прямое доказательство. И вот когда при наличии прямых доказательств, там, угрозы убийством, нанесения телесных повреждений, то есть у человека есть запись какая-то, есть на камеру, на телефон, на что-то. И вот если в этом случае игнорируется, здесь, конечно, уже действия таких сотрудников полиции, они недопустимы. Да, вот, кстати, Роман, если вдруг ты почувствуешь, что, ну, не ты, условно говоря, да, что ты становишься жертвой домашнего насилия, что в этом случае необходимо делать? Сразу включать телефон? Фиксировать. Это же на аудиозапись. Это же будет как провокация. Ну, мы же знаем, вот по делу, это не провокация. Любой человек в любой конфликтной ситуации имеет право фиксировать собственные действия. Нет, ну, понятное дело, ну разъяренный муж-то... Ну не надо им в нос тыкать этим телефоном, аккуратно себе хотя бы аудиозвук включите. У нас ситуация с моей доверительницей Ольгой Климович. Если бы она не делала хотя бы аудиозапись, у нее там есть видео, где ее душили, да, бывший сожитель. Вот на сегодня он осужден, есть приговор суда Кармаскалинского. Он ее душил, ну и приговаривал, ну, там, типа, как бы определенные... Высказывал свою позицию, что, типа, куда ты денешься, да, там. И душил ее. На видео не видно, как он ее душит, но прекрасно слышно. Прекрасно слышно. Если бы этой фиксации не было, его бы сейчас бы не удалось бы привлечь. А вообще, на самом деле, вот в его случае, это единичный случай, когда, кстати... именно и приговор какой, что ему запретили к ней приближаться, у него ограничение свободы, он должен отмечаться, не выезжать. Самое главное, не подходить к ней ближе, чем на 300 метров. Не подходить, не приближаться к местам ее проживания, конкретным адресам. Это раньше у нас так не назначали, а сейчас это возможно, закон это позволяет, этим нужно пользоваться, это надо просить в первую очередь. Это вот единственная возможность как-то оградиться. Но вот в истории с Ольгой, если бы конкретно ее ситуация не была бы показана в эфире вот БСТ,
Вот. Не возбудили бы уголовное дело, потому что она 18 заявлений написала, ни по одному не было никакой реакции. То есть, она ни одно заявление не забрала, кстати. иногда все-таки нужна Вот только когда вот она в социальных сетях начала выкладывать, это вот дошло действительно до телевидения, вот конкретно на БСТ это показали, после этого отреагировали правоохранители, Следственный комитет возбудил уж уголовное дело. Что касается вот ее бывшего супруга, которого осудили, ему было запрещено приближаться на определенное количество метров к Ольге. Но, насколько я знаю, он все равно маячит там возле ее дома. Потому что он апелляцию подал, она пока не рассмотрена. Формально это не является нарушением, потому что приговор не вступил в законную силу, а ранее там мера пресечения ему не избиралась, а была предоставлена государственная защита Ольге. Но он на нее и не напал, он так очень аккуратно просто подъехал, кинул ей пару фраз в последний раз. Таких, которые и так можно трактовать и как угрозу, и как... А он говорит, это не угроза. Роман, вот как со стороны адвоката и со стороны просто обывателя, жителя, да, что в этом законе необходимо, возможно, изменить или ужесточить, или, наоборот, смягчить, по твоему мнению? Я полагаю, что на данный момент должны быть просто определены конкретные понятия, должны быть названы своими словами. То есть нахождение лиц в сожительстве, в браке, в официальном или неофициальном. Сейчас у нас много стало и действительно разных вариантов жизни, потому что жизнь меняется. У нас действительно есть вот очень много людей заключают браки, потом вот на СВО мужчина уходит, так, ну, по-разному как бы. И это признается в суде тоже. У нас практика есть, мы сейчас признаем это брачными отношениями. То есть, если люди находятся в каких-то брачных отношениях, это не смягчающее обстоятельство, когда человеку нос сломали, как вот по другой моей доверительнице, по Мамаевой Ренате вот в городе Салавате сейчас тоже у нас процесс идет. Это не смягчающее обстоятельство. Это, наоборот, должно быть обстоятельством, которое утягчает вину, потому что люди друг другу доверяют, проживают вместе в одном помещении, находятся в созависимых отношениях, и у человека есть возможность и доступ, если он задумал. У него родился такой замысел причинить вред здоровью гораздо проще и быстрее. Не на улице где-то подкараулить в подъезде, а напасть прямо в квартире. Роман, и вот буквально последний вопрос, пожелание, да, для тех, кто, возможно, смотрит сейчас этот эфир, что необходимо сделать в первую очередь? Куда обратиться? Фиксировать. Помимо того, что зафиксировать, куда обращаться? Ну, обращаться, естественно, в полицию, потому что данные дела, они, кроме дел определенной категории, да, которые связаны с несовершеннолетними, в первую очередь надо ограждать детей, потому что в этих семьях зачастую страдают дети. Как минимум, они видят такие ситуации, когда родители там устраивают, ну, там, папа избивает маму, допустим, на глазах у детей. А иногда и детям достается. А есть еще проблема сексуального насилия скрытого такого, про которую вообще только там 1 из 1000, может быть, случаев люди заявления пишут. Обращаться в соответствующий орган, Следственный комитет в необходимых случаях, в полицию. И у нас есть кризисные центры, надо не забывать. Есть помощь психологов. Вот у нас не любят люди к психологам обращаться, а это неправильно. Но стоит. Роман, спасибо большое, что нашел время и пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я напомню, что в гостях у нас был адвокат Роман Петров. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.